Мы будем рады вас услышать. Спасибо за приглашение. Извините меня за плохое знание русского языка. Лучше мне сказать на английском языке, и я говорю не так быстро, и, может быть, вы понимаете меня лучше. Читаю русский язык, но говорю только редко, и из-за этого я знаю, что я не умею говорить хорошо. Потом. Ничего страшного. Это ничего страшного, мы Не слушаем так вас. хорошо. Спасибо. Но Итак, 30 лет назад, как все вы знаете, чеченский народ разгромил российскую армию в Чечне, событие которого никто, и я действительно имею в виду никто в мире, не ожидал. Это вынудило Москву подписать важнейшее соглашение, Хасавюртовские соглашения, которые, если бы российская сторона их выполнила, привели бы к полной независимости Ичкерии, Чечни. Но этого не произошло. Россияне не выполнили то, о чем договорились, и изменили свой подход к решению чеченского вопроса. И если мы собираемся оглянуться на события 1995-1996 года, понять, что произошло, и попытаться избежать еще одного повторения ситуации, сложившейся после Хасавюрта, мне кажется, мы должны признать три обстоятельства, возникшие в 1996 году, и продолжающие отбрасывать мрачную тень на Чечню по сей день. Во-первых, и это самое главное, в Москве решения по Чечне перестали в первую очередь принимать военное командование. Теперь их принимали спецслужбы, ФСБ и ГРУ. Это изменило характер проблемы и отражало изменение того, как Москва воспринимала эту проблему. И это по-новому определило вызов, который российское государство представляло для Чечни. Второе, слишком многие полагали, что Хасавюрт будет исполнен сам собой, что раз Россия согласилась с соглашением, то это автоматически означало, что Чечня станет полностью свободной. В результате все больше людей в Чечне стали стремиться укреплять свою личную власть и отстаивать собственные интересы, вместо того, чтобы укреплять чеченское государство как таковое. И третье, в определенном смысле самое важное, Запад отвернулся. С точки зрения большинства западных правительств, Хасавюртовское соглашение было принято как нечто, что просто должно произойти. Люди, которые прежде никогда не считали, что Чечня сможет стать независимой, теперь предполагали, что это произойдет, но в том темпе и теми способами, которые предпочитала Москва. Если мы хотим быть эффективными сейчас и в будущем, мы должны признать каждое из этих обстоятельств, понять, как они взаимодействуют друг с другом и попытаться им противодействовать. И это критически важно не только для Чечни сегодня, но и для всех тех, кто по-прежнему живет под угрозой российской агрессии, репрессий и геноцида. В том числе, что особенно важно для Украины, которая, как вы знаете, очень хорошо действует в военном отношении, но добилась меньших успехов в политическом плане. Когда в Украине произошло то же самое, что произошло в Чечне, еще до того, как в 2022 году Путин ввел российские войска, российское военное командование сообщило ему, что Киев можно взять за 3 дня. Когда этого не произошло, решения относительно Украины и того, что России следует там делать, очень быстро перешли в другие руки. Точно так же, как после Хасавюртовских соглашений изменились те, кто принимал решения по Чечне. Во-вторых, после этой перемены российские спецслужбы попытались еще глубже проникнуть в украинскую систему, чем прежде, и поддерживать активных украинских политиков, стремившихся подорвать украинские усилия. Это продолжается и сейчас. И в-третьих, эта российская деятельность расширилась и стала охватывать западные страны. Если первоначально Путин, по-видимому, рассчитывал быстро и легко захватить Украину, то, осознав, что этого не произойдет, и поняв, что прежде всего столкнулся уже не с военной, а с разведывательной задачей, он начал мобилизовывать российские ресурсы на Западе, как в академической среде и среди комментаторов, так и внутри западных правительств. Эта работа также продолжается. Сегодня совершенно очевидно, что Украина сталкивается со многими из тех же вызовов, проблем и угроз, с которыми Чечня столкнулась почти 30 лет назад. И это огромная опасность для Украины, а также для Чечни и других нерусских народов.
Украинская армия выиграла войну там. Российское разведывательное сообщество пытается изменить само представление о происходящем и рассчитывает, что сможет расставить нужных людей внутри Украины и в западных правительствах, чтобы они помогали России. Это означает, что то, что делают чеченцы, то, как они воспринимают события 1996 года, будет играть важную роль не только в Чечне, но и в Украине и в других местах. А значит, чрезвычайно важно думать не только о прошлом, как это обычно делают на подобных годовщинах, но и о будущем. Мне кажется, есть три вещи, которые необходимо сделать немедленно. Во-первых, чеченцы должны осознать, если они хотят двигаться вперед, им прежде всего необходимо увидеть эти параллели, сначала признав, что происходило в 1996 году, а затем понять, как это связано с нынешними событиями в Украине. Во-вторых, поскольку Украина в некоторых отношениях оказалась в положении, схожем с положением Чечни, у чеченцев сейчас больше возможностей, чем когда-либо прежде, сотрудничать с украинцами и благодаря этому получать поддержку. Дело не только в том, что то, что Москва делает сегодня в Украине, является точной копией того, что она делала в Чечне 30 лет назад. Дело еще и в том, что сегодня украинцы вполне готовы сотрудничать с Чечней. Сегодня гораздо более вероятно, что чеченцы в диаспоре и чеченцы, находящиеся на родине, смогут рассчитывать на поддержку и доступ к Киеву, чем это было когда-либо раньше. И в-третьих, то же самое относится к деятельности чеченцев на Западе. Все больше западных правительств понимают, что происходит в Чечне и Украине. Поэтому чеченцам чрезвычайно важно говорить открыто и объяснять Западу, что происходящее в Украине — это копия того, что происходило в Чечне, со всеми теми ужасными последствиями, которые чеченский народ испытывает с тех пор. Этот аргумент позволяет получить доступ к людям, которым раньше чеченцы доступа не имели. И я считаю, что благодаря этому у чеченцев сегодня есть больше возможностей двигаться вперед, чем в любой момент после 1996 года. Какие практические шаги следует предпринять? Прежде всего, необходимо налаживать контакты с Украиной и Западом, как я уже сказал, как дипломатическими, так и, что особенно важно, информационными средствами. И это подводит меня ко второму и, возможно, самому важному пункту. Чеченцы в диаспоре не особенно хорошо справлялись с задачей взаимодействия с другими людьми. Они разговаривали друг с другом вместо того, чтобы разговаривать с окружающим миром. Сейчас для чеченцев гораздо важнее обращаться к другим людям, чем просто общаться друг с другом. Этого до сих пор не происходило. Я думаю, необходимо создать какое-то общее информационное пространство, которое будет держать людей в курсе происходящего. Для большинства людей сегодня Чечня почти столь же неузнаваема, как 50 лет назад. Это необходимо изменить. И я думаю, что создание общей интернет-платформы, ориентированной на украинцев и весь мир, это первоочередная задача. Необходимо продвигать понимание того, что если вы хотите разобраться в происходящем в Украине и в том, что делает Москва, прежде всего нужно понять, Чечня была моделью для всего этого. То, что произошло в Чечне, чему Запад не стал противостоять, и что в конечном итоге чеченцы оказались не в состоянии остановить, теперь применяется к Украине, гораздо более крупной стране и стране, на которой Запад сегодня сосредоточил гораздо больше внимания. Иными словами, нужно использовать эту возможность, а не думать, что происходящее — это нечто совершенно иное и не имеющее отношения к вашей борьбе. Это не так. Сюда входит и рассказ о репрессиях, которые пришли в Чечню после 1996 года. Сюда входит и рассказ о чеченских стремлениях, которые на самом деле ничем не отличаются от украинских. Они хотят жить собственной жизнью и самостоятельно определять свою судьбу. И теперь об этом можно говорить как об общей чечено-украинской позиции. В последние дни я много думал об этих отношениях, потому что 30 лет назад, после победы чеченских сил в Чечне и до Хасавюрта, американский общественно-политический журнал People попросил меня дать интервью. А поскольку People — издание, в котором большое значение имеют фотографии, они хотели знать, где именно в Вашингтоне я хотел бы сфотографироваться. В то время я работал в фонде Карнеги. И я сказал, что для человека, который говорит о Чечне, в Вашингтоне есть только одно место, где его фотография имела бы действительно глубокий смысл. Это был памятник Тарасу Шевченко на северо-западе Вашингтона, статуя великого украинского поэта. Но мало кто знает, что на постаменте этой статуи есть строки из его поэмы «Кавказ», в которой поднимается вопрос свободы Чечни
и всех других народов этого региона, подвергшихся российскому подавлению. И сегодня эта связь между Чечней и Украиной вновь открывает перед Чечней новые возможности. В 30-ю годовщину Великой Победы, которую украли российские разведчики вроде Путина, теперь появляется шанс восстановить эту связь и двигаться вперед. Я надеюсь, что в будущем вы все добьетесь еще большего, чем кто-либо мог представить, что вам удастся добиться в прошлом. Спасибо. Thank you, Голгоф. Очень рады, что вы приняли наше участие. Ваш спич будет переведен для всех наших участников. Мы благодарим вас. Спасибо большое. Спасибо.